Беспокойный народ, капитаны. Еще добрых 3 месяца стоять их судам на приколе здесь, в Жатае. Но Евгений Чистяков и Михаил Спиридонов считают своим долгом помочь ремонтникам, дать толковый совет, проверить качество работы. Я вырос в бедной семье. Вот. Можно сказать, в таежных условиях окружения девственной природы. Как и все дети моего возраста, учились в школе. Вот. В нашей Танрынской школе. Я окончил 7 классов. Затем 1945 года отец меня устроил матросом в Ленинском речном пароходстве. Вот с 1945 года по сей день я работаю в системе речного транспорта. Вот нынче уже 52 год. Ну и что хочу сказать. Сначала я матросом, потом рулевым, потом помощник капитана, затем самостоятельным капитаном. Работал на разных судах. И на буксирных судах, и на танкерах. Ну, последние годы, порядка 7-8 лет, работал капитаном на самом крупном танкере 50 лет ЯСР из Советской Якутии, на 2 танкерах. Они имеют грузоподъемность до 5000 тонн. Это крупные суда. На этих танкерах я работал сначала по лени, так, при половодье до середины навигации, а затем я, значит, выходил на морских условиях работы. Это, значит, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море. Мы ходили, понимаете, сами с Тикси до устья Яны, до устья реки Нигиркой и до устья Колымы. Вот я работал на этих танкерах. Вот. Ну, я семейный. Свою, значит, супругу я нашел в 50-х годах, когда она училась в то время Якутской фельдшерской акушерской школе. Она сама с Ленского района, из Беченчи. Вот мы нашли друг друга, поженились. Потом пошли дети. Имеем сына, 2 дочерей. У сына семья, у старшей дочери тоже семья, младшей дочери тоже семья. Вот они все взрослые люди. У сына имел 1 внук, который сейчас, понимаю, учится в институте, в юридическом институте. У старшей дочери 2 детей, сын и дочь, школьники они. А младшая дочь недавно замуж вышла. Вот. Ну, мы с женой до сих пор работаем, хотя мы оба пенсионеры. Вот. Сейчас 15 лет работал начальником судоходной инспекции, сейчас работаю вот с уходом на пенсию заместителем начальника государственной судоходной инспекции. Вот такая наша семейная жизнь. Хочу сказать, за долгую работу на транспорте, за безотрывную работу, за добросовестную работу, я был награжден высокими государственными наградами, орденом Трудового Красного Знамени, героем социалистического труда, высокое звание. Вот. Это в 1971 году я стал героем социалистического труда.
Хочу сказать, что был в свое время дважды депутатом Верховного Совета Якутской ССР. Много раз был членом городского комитета партии. Сам член партии 1957 года по сей день. Вот. Ну, я, конечно, родился при советской власти. Считаю, что при советской власти я и много моих друзья, мои земляки, мои соплеменники, все мы стали, понимаете, счастливыми людьми при советской власти. Только советская власть дала, думаю, якутскому народу, понимаете, сами, процветание, счастье и радость. Вот. Ну, что хочу сказать, что вот. Мои дети тоже оканчивали школу, учились, сейчас стали самостоятельными работниками. Вот. Еще хочу сказать, вот. И в речном транспорте я нашел свое счастье. Вот. Только трудом, честным трудом человек становится, значит, счастливым, уважаемым, вот, и сам доволен этим своим трудом. Это я, понимаете, хочу сказать, что по себе, сужу по себе.